Масалинский район слывет удивительным местом. Здесь живут фантазеры, которые, например, предпочитают выращивать разные сорта фруктов на одном дереве, а чай пить, сидя на ветках под зеленой кроной вместо крыши. Чайхана находится на высоте 35 метров. Построить кафе на дереве придумал местный житель Максуд. Он сам сконструировал беседку. Систему подъема подноса, укрепил столы и сделал своеобразную лестницу. Ой, да, как высоко! Для того, чтобы выпить стакан чая на этом дереве, необходимо иметь спортивную форму. Ну, хотя бы первым делом уметь двигаться как скалолаз. Сейчас я попытаюсь подняться наверх. Так, раз и два. Пока гость забирается на дерево, чайханщик заваривает чай. Махсун Ализаде – старший сын хозяина чайханы. В напиток он обязательно добавляет чабрец или гвоздику. Травы помогают нормализовать давление, хорошо утоляет жажду. Чабрец укрепляет силу и дух. Это как раз то, что надо любителям экстрима. Пить чай на дереве – одно удовольствие. Все гости благодарят отца за такую необычную идею. Готовый чай на подносе буквально взлетает к гостям. Механизм для канатной дорожки сделан из деталей велосипеда. Вот видите, это механизм от заднего колеса велосипеда. Очень прочная вещь. Это был мой первый велосипед, который я приобрел в 1988 году за 24 рубля. А сейчас эта старая деталь кормит мою семью. Гости забирают заказ, кладут чаевые, и поднос постепенно возвращается обратно. Гюльгасан Киши, сельский учитель математики, говорит, что за это изобретение готов поставить Максуду 5 с плюсом. Конструкция чайханы на дереве требует сложных математических расчетов. Он все правильно рассчитал и крепко зафиксировал на дереве скамью и столик. Это пример для всех юных изобретателей. По традиции в чайхане не подают алкогольные напитки, а к чаю хозяин предлагает разные фрукты, которые растут в соседнем необычном саду. Этот сад можно назвать волшебным. Дело в том, что здесь на одном дереве растет несколько сортов груши. 10 лет назад Рахан провел эксперимент. К саженцу дикой груши привил ветки разных сортов этого фрукта. Теперь на этом чудо-дереве растут такие сорта, как Дюшес, Рагнеда, Румяный Беркут, Перун и Дочь Амура. Урожай не продаю. Я раздаю фрукты малоимущим соседям, угощаю путников. Для меня спасибо дороже всех благ. В саду Рахана Агаева растет инжир, кизил, слива, черешня и виноград. А на яблоне, как и на груше, созревает несколько сортов. Так что с одного дерева Рахан собирает урожай яблок до поздней осени. Мой эксперимент показал хорошие результаты. С каждым годом увеличивается урожайность. Я не представляю свою жизнь без этого сада. Я сюда даже воду провел из родников. Кстати, район Масалы богат на источники. Поселок стоит около Талышских гор. С вершин стекают талые воды, которые питают многочисленные родники. Температура воздуха 30 градусов выше нуля, а вода в источнике Фатима и Захра выше 60 градусов. Наш источник является природным, сероводородным. К нам обращаются пациенты, у которых есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом.
По легенде, около этого источника был найден камень, на котором остался след ноги Фатима и Захры, дочери пророка Мухаммеда. С тех пор это место считают чудотворным. Я много времени провожу за рулем. От напряжения у меня болят спина, шея и ноги. Но уже через неделю купания в источнике чувствую облегчение. Исследования показали, что в воде содержится сероводород, который помогает при лечении различных заболеваний. Конечно, в самом источнике невозможно искупаться, вода слишком горячая, но рядом оборудован бассейн, в котором температура держится около 40 градусов. Здесь человек меняется, начинает больше уделять внимание здоровью. Диетологи советуют употреблять больше фруктов и овощей. Я вот избавилась от лишних килограммов, чувствую себя бодрой. Лечиться здесь одно удовольствие. Плаваешь и отдыхаешь. Я зарядился энергией на всю зиму. Здорово. Масалинский район становится популярным туристическим местом. Со всей страны сюда едут, чтобы попить чай на верхушке дерева и посмотреть на чудо-яблоню. В следующем сезоне местные жители обещают удивить гостей новыми изобретениями.